Девятый день после Пасхи в православной церкви считается временем поминовения усопших. Это большое событие в жизни православных христиан. В этот день в Сухумском кафедральном соборе божественную литургию и заупокойную службу провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион. Сегодня храм был полон. Прихожане приняли участие в богослужении и молились об усопших. По традиции, именно в этот день принято ходить на кладбище, наводить порядок на могилах, ставить свечи и молиться. Считается, что главное поминовение все же происходит не на кладбище, а в храме. У меня померли родители, и я, конечно, каждый год этот праздник, где бы ни была, я его хожу и поминаю, ставлю свечи. К сожалению, на кладбище я не могу сходить, потому что прах родителей не здесь. Ну вот церковь – это, конечно, обязательно. Мы поминаем усопших. Мы тоже, конечно, не Бог знает когда, каждому написано, когда мы умрем и тоже попадем. Кто что заработал. В этот день христиане символично разделяют пасхальную радость воскрешения Христа с усопшими. По словам главы Абхазской епархии иерея Виссариона, Радоницу отмечали на христианских кладбищах еще в древности. В народе этот праздник еще называют родительским днем. В православном мире он тесно перекликается со словом «радость». И это не случайно. Праздник связывают с торжеством жизни над смертью. Христос воскрес из мертвых, смерть поправил, несущего гробы. Значит, гробам тоже дарована жизнь. Поэтому вот эта жизнь, дарованная им, вот в этот день как раз это есть та Пасха, которая вот сегодня это Радоница, радуемся мы, что эти люди живые. Мы же не говорим, что смертей нет. Мы же говорим, что смертей нет. Христос воскрес, и Он дает нам возможность участвовать в этом воскресении. Значит, мы все живые молимся за тех, кто лежит там, в этих гробах. Значит, что они бы удостоились бы вот этого вечного воскресения, которое удостоился сам Христос, истинный Бог наш. Но для того, чтобы удостоиться, необходимо жить в благочестии и чистоте. Основа христианского сознания и христианского учения находится в том, что человек по своей же вине стал смертен. И Бог приходит второй раз и спасает этого человека. Бог, как любящий Создатель и заботливый Отец своих детей, никогда не бросает. Другое дело, слушаются ли они Его, но это уже выбор каждого человека. Сима Аргун, Роберт Ломя, Абхазское телевидение.